Меня зовут Азия Игамова, мне 29 лет, я персональный тренер и инструктор по йоге. С самого раннего детства любовь к спорту мне прививала мама. В целом у нас семья была достаточно спортивной и по сей день. С самого раннего возраста мы всей семьей ходили на разные спортивные секции. Начала я заниматься где-то с класса 5, когда пошла впервые на плавание. Затем это все закончилось кикбоксингом и профессиональным занятием легкой атлетикой. Участвовала в соревнованиях за сборную Таджикистана, после чего мне предложили работу в тогда еще новом открывающемся фитнес-клубе по российской франшизе. С тех пор я являюсь инструктором по йоге с 8-летним стажем. Личный опыт тренировок более 15 лет. Получила я квалификацию в качестве инструктора по йоге в Алмате, в Казахстане. Я заканчивала специализированную школу по йоге и с тех пор, так скажем, оздоравливаю население, с большой любовью преподаю людям, большому количеству людей. В целом, если брать изначальную историю происхождения йоги, мифология приписывает ей божественное происхождение, но по сей день, когда и где именно зародилось это направление, пока неизвестно. Истоки йога берет из Древней Индии, которая получила начало еще задолго до появления нашей эры. На сегодняшний день йога насчитывает несколько десятков направлений, и с каждым днем они увеличиваются, они растут, появляются все новые направления, но суть остается одна и та же. Это в целом проработка ментального и физического здоровья. Если брать хатха-йогу, я преподаю хатха-йогу как квалифицированный действующий инструктор более 8 лет. Я обучалась в специализированной школе, заканчивала именно на инструктора по хатха-йоге. Это направление отличается от всех остальных тем, что это учение сосредоточено на психофизическом здоровье. То есть путем выполнения асан, это поза в йоге, и пранаям, это дыхание, вместе в совокупности вы достигаете то самое ментальное спокойствие, ментальное здоровье, и поэтому прорабатываете себя с физической стороны. Есть другие направления, где, например, в аштанга-йоге, где вы работаете на динамику тела, где вы акцент делаете на непрерывном дыхании. Есть йога бикрам, к примеру. Там это более новое направление йоги, где тот человек, который изобрел это направление, он был убежден в том, что йога была зарождена именно в жарком климате, и поэтому занятия нужно проводить в помещениях, которые создают этот микроклимат, в жарком, влажном помещении. Но если в целом анализировать все эти направления, они в итоге приходят к одному. Это к здоровью, к физическому, ментальному, к тому, что у вас внутри и снаружи. Поэтому за все эти года практики, моей практики йоги, я могу смело сказать, что йога действительно дает результат, но это регулярность. Это не спорт, это больше, наверное, чем спорт, потому что в спорте вы работаете на достижении тех или иных показателей, на достижении результата. Если вы бежали 100-метровку за 18 секунд, вы работаете из месяца в месяц для того, чтобы пробежать эти же 100 метров уже чуть быстрее. Йога вас никуда не торопит, йога не заставляет вас делать сверх нормы вашего тела, но регулярность тренировок показывает свои результаты, свои плоды в качестве именно физического здоровья. Ваш организм начинает
так скажем, ощущать себя по-другому. Тело себя чувствует по-другому после каждой практики, вне зависимости от того, начинающий вы, новичок вы, либо же вы уже человек с достаточным стажем тренировок. Как дыхание, движение. Причем здесь вы работаете не на количество, а именно на качество. Йога помогает вам учиться правильно дышать в первую очередь. Когда вы дышите в течение дня, мы делаем это в основном автоматически. А в процессе йоги вы разучиваете пранаямы. Это определенные техники дыхания, которые помогают вам достичь тот или иной результат в зависимости от выполняемой техники. А когда вы соединяете движение с дыханием, синхронизируете этот процесс, это помогает вам в целом добиться наибольшего результата. Дыхание будет вас направлять в процессе движения, и вы также учитесь фокусироваться. То есть все мысли, весь свой поток сознания, в целом себя вы начинаете фокусировать на том, что вы делаете в процессе йоги. И это как раз-таки помогает вам расслабить именно ментальную вашу часть. Это помогает нам расслабить нервы, расслабить не только тело, но и подсознание в целом. Вы достигаете того самого эффекта, когда все эти основные составляющие – дыхание, мысли, движения – вместе синхронизируясь, помогают нам достичь достаточно грандиозного результата в итоге к концу самой практики. Это помогает вам в целом поработать ваше ментальное и физическое здоровье. Поэтому занимайтесь йогой. В целом, с детства я всегда хотела быть более здоровым, более активным ребенком. И еще с тех лет, так скажем, будучи не самым здоровым ребенком, я пыталась закалить свой иммунитет. И в этом плане мне помогала семья, помогала мама. Моя мама всегда была за любую физическую активность. Главное, чтобы это было качественно и правильно. И с тех пор я занимаюсь по сей день. Я занимаюсь не только йогой, я занимаюсь фитнесом. Это обязательно систематические пробежки по утрам. Также мы в семье очень практикуем правильное питание, так как мы находимся в одной из богатых овощами и фруктами центральноазиатской стране, в Таджикистане, что помогает нам, по сути, избегать некачественной продукции, некачественной еды, и можно в целом в такую летнюю погоду насытиться плодами природы, фруктами, овощами. Поэтому я бы хотела пожелать каждой девочке в этой стране и в целом всем любить физическую активность, любить двигаться, потому что это здорово, это круто, это закаляет не только иммунитет, это закаляет силу духа, это формирует характер. То есть помимо самого тела, помимо самой физической активности и здоровья вы получаете характер, стрессоустойчивость, вы становитесь более целеустремленными. Спорт в целом зарождает в вас стремление достигать цели. То есть, поставив цель перед собой, вы обязательно ее достигнете. Захотев что-то, вы обязательно это получите, если у вас внутри растет вот такой спортсмен. В целом практика йоги, она буквально для всех. Что касательно формата йоги, на таких тренировках нет никогда никаких ограничений. Если у вас есть какие-то индивидуальные особенности в теле, в организме, в любом случае вам показана такая практика. С учетом просто каких-то особенностей и исключения каких-то асан, упражнений. К примеру, за 8-летний мой опыт работы, последние несколько лет женщины у нас стали очень активно посещать занятия, групповые занятия, индивидуальные занятия, что очень важно. Хотелось бы, кстати, чтобы именно женщины в возрасте, да, так скажем, посещали занятия чуть больше, чуть чаще, в большем количестве, лишь потому что мы знаем, что с возрастом здоровье не прибавляется, и ему нужно уделять больше внимания.
А практика йоги — это именно тот мягкий, здоровый формат, который поможет вам не просто скинуть вес, это не обязательно. Не обязательно в целом ставить какие-то рамки по фигуре. Йога — это та практика, которая вас учит правильно дышать. Йога помогает вам в целом осознанно понимать качество ваших движений. Она помогает вам растягивать движения, их укреплять, работать с вашим позвоночником, спиной, с теми частями тела, которые в течение дня у вас очень редко двигаются. То есть мы чаще всего сидим достаточно много, сидим достаточно долго, поэтому йога помогает развивать любовь к телу, любовь к работе, любовь к своему здоровью. Йога помогает в целом понимать и понимать свое тело, поэтому за все время моего преподавания я видела очень много людей, которые приходили, уходили, до сих пор ходят годами. Если брать групповые занятия по йоге, тут есть свои, так скажем, прелести и нюансы. В целом складывается такой стереотип, что йога — это больше женское направление. Так скажем, к сожалению или к счастью, это не так, потому что если брать исторический аспект данного вопроса, йога в свое время была только мужской. Потому что вплоть до 1936 года на групповые занятия по йоге пускались только мужчины. Женщины практиковались либо же вне этих групп самостоятельно, либо же где-то дома или в других уже местах. Именно общественно, так скажем, именно на большие группы был, так скажем, распространялся такой гендерный запрет. Если брать на сегодняшний день, есть такой стереотип, который складывается с йогой, но он не совсем верный, потому что изначально йога была предназначена в целом для человеческого тела. Как я уже упоминала, в целом история приписывает йоге божественное происхождение, а насколько мы знаем, в целом Бог не разделяет на мужское и женское. Поэтому, если у вас есть желание, есть в целом какие-то потребности заняться этим направлением, вам добро пожаловать в это направление, потому что йога не ставит никакие ограничения, никакие барьеры. Если у вас есть какие-то физиологические особенности, если какие-то проблемы со здоровьем в целом, в отличие от других видов спорта, йога как раз-таки показана практически в любых случаях. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола, вы можете спокойно пойти. Конечно же, вы должны будете учитывать свои особенности. К примеру, если вы пришли после какой-то травмы, после какого-то операционного вмешательства, вы должны будете учитывать эти особенности, либо же обратиться к профессиональному тренеру, который учтет эти нюансы во время занятия. Но в целом проблемы с позвоночником, проблемы с дыханием — это все регулируется в процессе йоги, особенно если вы работаете индивидуально. И что касательно групп, опять-таки, вне зависимости, мужчина вы или женщина, вне зависимости, вы взрослый или маленький, вы можете спокойно посещать эти занятия, и они, поверьте, пойдут вам на пользу. Помимо в целом практики йоги, я занимаюсь еще и фитнесом. Для укрепления, в целом для проработки мышц спины, мышц ног. В целом тренировки должны быть разносторонними. Необходимо прорабатывать мышцы с разных форматов тренировки. Не только их расслаблять и вытягивать, но и укреплять, прокачивать, чтобы тело работало функционально. То есть помимо растяжки вы должны укреплять, к примеру, спину, для того, чтобы грудная клетка держалась с осанкой ровно. Раскрывать легкие, раскрывать в целом всю фронтальную зону. Кардиотренировки также должны быть неотъемлемой частью ваших тренировок в целом.
Вы должны, в зависимости от вашего уровня подготовки, от ваших предпочтений, в целом от ваших ощущений, не забывайте прислушиваться к своему телу. Вы можете выбрать любую нагрузку, которая подходит для вас. Главное, чтобы телу и вам было комфортно. Это может быть ходьба, это может быть велотренажер, бег. Это могут быть прогулки по паркам нашего города, к примеру. Это может быть плавание. Главное достоинство таких тренировок в том, что вы укрепляете одну из основных мышц, одну из важнейших мышц вашего организма – это сердце. Вы в целом прорабатываете сердечно-сосудистую систему, этим самым снабжаете большим объемом кислорода ваше тело, что является очень-очень хорошим достоинством, преимуществом таких тренировок. Главное, не забывайте подбирать оптимальную часть дня, оптимальную погоду для того, чтобы прогуливаться не под солнцем, а именно вечером или с раннего утра. Дорогие дамы, если вы хотите красивую осанку, здоровую спину, позвоночник и в целом ментальное здоровье, всегда будьте в спорте, всегда двигайтесь.